Что запись началась, да? Ну да. Вика, что вчера произошло? Я в 5 утра это прочитал, потому что вечером, когда ложился спать, еще рано не увидел вообще, что происходит. Ну, по сравнению с Майданом, так ничего и не произошло. Обычная российская нелепая, бездарная, глупая жизнь. Смешная. Ты выходила много раз на одиночные пикеты, но тебя не задерживали с угрозой ареста и суда, по-моему, или я ошибаюсь? Нет, угрозы ареста мне сейчас нет. Меня просто задержали. Нет, меня до этого задерживали, но пока что как-то или отпускали просто так, или отпускали, потому что за меня там вступались какие-то люди. Ну, пока так. В этот раз, наверное, видимо, когда-то и на старуху бывает правуха, и мне пора начинать и идти по скорбному пути российского арестанта. Но пока я еще не арестант, и пока что мне грозит штраф. Ну, посмотрим, что скажет суд. Ты же знаешь, что наш суд самый справедливый в мире. Ну, это все знают. Последнее, что я видел из твоей активности, очень сильная поддержка крымских татар на 18 мая, ко дню депортации и геноцида. Однозначная оценка Сталина, что назвать его госпреступником, привлечь к чтению стихотворения Бориса Чичибабина, одного из ярчайших стихотворений советской эпохи о крымских татарах. И если не ошибаюсь, кого я узнал, это Наталья Фатеева была в начале? Нет, я ошибся, да? Просто не было титров. Расскажи об этом проекте. На самом деле это не моя идея. Меня просто позвали в качестве паровоза, чтобы я начинала это. Это те же мои соратники по нашей поддержке Украины и борьбы Украины, и борьбы за ваших политузников, которые здесь сидели, и за Олега, и за моряков, и за многих других. Это все та же группа, которая мутит спокойствие в отношении Украины и все никак не дает сказать, что все люди в России согласны с политикой Российской Федерации в отношении к бывшей дружественной стране. Просто пришла такая идея, что вот очередная годовщина, и столько татар сейчас сидит, и число их только увеличивается и практически не уменьшается, потому что за исключением тех, кто уже там освободился, у кого были маленькие сроки, да, и Эдема Бекирова, все остальные сидят на какие-то безумные совершенно сроки. Ну, просто, я не знаю, на такие сроки сажают тягчайших преступников, совершивших кровавые преступления, там, на уровне Бен Ладена или Чикатило. Вот, пришла такая идея в голову, и кто-то принес это стихотворение Чичибабина, и было решено, что мы его просто прочитаем, так разделив на четверостишие. Ну, и я скажу такое вступительное слово, которое я записывала, не знаю, раз 5, наверное, пока наконец получилось более-менее нормальной, так как мы хотели. В общем, это была такая, такой маленький привет из России. Это такое совсем немногое, что мы можем сделать в этой ситуации, потому что ходить постоянно на суды, во-первых, далеко не все суды в Москве. В Москве проходят уже апелляции в Верховном суде, до которой не все добираются или не все еще добрались. Ну, во-вторых, иногда просто не хватает сил. Мы с тобой на прошлой неделе, буквально не на прошлой, а до дня депортации, ты мне говорила о том, что о крымских татарах, сидящих в тюрьмах, мало знают и в России, и в Украине, мало интересуются. Это не такая популярная тема, это не моряки, это не режиссер Сенцов, это обычные люди, обычные, самые простые, да, очень трудно их, знаешь, я сейчас грубое слово скажу, вытащить из братской могилы имен и фамилий, которые для меня звучат иногда как набор крымско-татарских имен и фамилий, если лично не знаешь. И как сделать так, чтобы это цепляло и узнавалось, я не представляю. Ты, в отличие от меня, ты с украинскую стыкалась, ты сталкивалась с этим, ты приходила каждый день, и твои соратники, которые читали стихотворение в СИЗО, в Матросскую тишину, в Лефортово, тебе это понятнее, вот как вот эта обыденность, как ее превращать в то, чтобы об этом помнили, чтобы не забывали?
Ну, я думаю, что, наверное, те, кто вообще память имеет, они об этом и помнят. Да? Я просто знаю по многим небольшим кавказским народам, которые были депортированы, да, что среди них, какая бы ни была государственная политика, но нет ни одного человека, который бы не знал о депортации. Потому что дети об этом знают с детства, впитывают это с молоком матери. Я думаю, что дети крымских татар точно так же впитывали с молоком матери истории про прекрасный Крым, про волшебный край, в который они когда-то жили. И, конечно, жили счастливо, все забывали, что жили они при советской власти. Это все было неважно. Важно было, что вокруг был бесконечный Крым, в который все всегда стремились вернуться. Вот, и люди проживали жизнь в этой легенде, да, необыкновенном Крыме. Он, конечно, необыкновенный, но как какое-то место, но не как кусок коммунистической советской страны. Это всем понятно. Вот, но ты затронул такую вещь, ты сказал, что для меня это набор имен. Вот я понимаю, что в случае именно с крымскими татарами... Виктория, я скажу, что я утрирую. Буду на «вы», потому что идет это в эфир, а то мы на «ты» общаемся. Для меня, я знаю лично нескольких человек. Сервера Мустафаева, Османа Арифмаметова, Ремзи, да, вот, которых лично понятно, для меня это не набор фамилий. Но для многих, даже крымских татар, кто лично не знаком, это может быть набор фамилий, хотя они переживают. А для многих украинцев, да и русских, которые могли бы поддерживать и, возможно, возмущены внутренне этим преследованием, для них это деперсонифицировано, знаешь. Вот нет такого сопереживания, как за режиссера, наверное, как за фермера, вот, который украинский флаг вывешивал. Это набор фамилий, имен людей, которые... молились, мусульмане, как-то не так молились, что-то их преследует. Вот как-то я об этом говорю. Возможно, я говорю сейчас грубые вещи, но без проговаривания этого мы не поймем, каким образом сделать судьбу каждого политузника горящей для российской власти. Дело было не в профессии, дело не в том было, что он режиссер, а в том, что это была выдающаяся и есть выдающаяся личность, которая проявила себя как выдающаяся личность именно во время следствия, суда и дальше в заключении. Да? То же самое могу сказать про фермера, ты говоришь о Владимире Балухе. Это выдающаяся личность. Оказалось, да, кто его знал, никто его не знал. Подумаешь, флаг повесил. Никто же не знал, как это будет развиваться дальше, что будет с Балухом дальше. Человек вот в таких страшных обстоятельствах внезапно вот повел себя абсолютно героически, да, а кто-то вел себя спокойно, не очень героически. И я думаю, что, во-первых, крымских татар во много раз больше, несравнимые, да, там 8-10 известных таких сидельцев украинских, типа Сенцова, Балуха. И почти сотня крымских татар. Сотни крымских татар, при этом там есть люди с одинаковыми именами, одинаковыми фамилиями. Да. Для русского и украинского обычного уха это звучит все достаточно однообразно и одинаково. Но это нормально, потому что это как бы чужой язык, языковой строй, точно так же, как какие-то бесконечные русские имена для английского уха звучат. Не совсем так, но тем не менее, да. Тебе скажут, что мистер Пиквик, что мистер Миквик, для тебя это будет все одинаково. А люди это запоминают и не путают, да, так же, как у нас не путают все-таки Иванова, Петрова, Сидорова, и там или Соколова, Корж и прочее, прочее. Вот. Поэтому я думаю, это такая формальная сторона дела. Что же касается неформальной стороны дела, то я не знаю, почему так получилось, с чем это связано. С образованием этих людей, с какими-то их талантами. Я мало что о них знаю, я, может быть, больше знаю об их матерях, особенно о Диляре, которая вот так за своих двоих сыновей бьется, как голубка несчастная. Но ничего пока не получается. Наверное, нет какой-то вот харизматичной, я очень не люблю это слово, но, скажем так, не харизматичной, чтобы не употреблять слово, которое я не люблю, а выдающейся личности, вот необыкновенной личности. Я всех этих людей уважаю. Я понимаю, что сидят они абсолютно ни за что и совершенно зазря. Я понимаю, что они никакие не террористы и не призывают никаким вооруженным там актам и не будут никогда надевать пояса шахида и прочего, и прочего. Вот. Но вероятно, понимаешь же, вот есть одна выдающаяся личность, и ты можешь через эту личность выйти на проблему. И это то, что произошло с Олегом Сенцовым. Да, это правда.
Я не обсуждаю его как режиссера. И мы говорим не о режиссере. Он мог бы быть не режиссером, а пекарем. Это не важно. Там сыграл роль не его фильм. В конце концов, может быть, он разовьется в гениального режиссера, да? Но пока что это не Федерико Феллини, не Андрей Тарковский. Никто об этом и не говорит. Да, давай говорить об этом. Правда, мне не понравился его фильм, который заставил себя посмотреть перед эфиром с ним. Я критично отношусь к его текстам, потому что считаю, что это литература, ну, скажем так, хороший ученик 11 класса, хорошо пишущий для выпускного экзамена. Я это вообще даже обсуждать. Но, подожди, Виктория, но это лидер, которого действительно не было, равных не было. Вот в лидерских качествах, вот тут я скажу, ему равных не было в тот момент во время оккупации. Это правда. Не в лидерских даже, а в личностных еще качествах. Да? Можешь называть в личностных. Эти личностные качества и определяют лидерские качества. Но у нас не дискуссия. У нас сейчас о тебе, Виктория, о том, что тебе грозит впервые штраф, и непонятно, только лишь штраф. Ты вышла за Илью Азара, за журналиста, который, ну, можем сказать, несколько оппозиционно настроен к нынешней российской власти, но не прям ее враг и диссидент. Он депутат муниципального, по-моему, уровня. Он протестует против некоторых вещей, но что происходит вообще? Что произошло? Из-за чего для нас в Украине непонятно, что с ним произошло, почему ты вышла за него, почему понятно, просто объясни это все. Ну, Илья мой коллега. Мы прекрасно знакомы. То, что он муниципальный депутат, я в этом не вижу ничего дурного. Я вижу, как муниципальные депутаты в тех муниципалитетах, где все-таки их достаточное количество как бы либеральных муниципальных депутатов или членов Яблока, они все-таки что-то им удается делать. И это очень хорошо, потому что то, что они делают, это на земле и для людей. И так что я не вижу в этом никакого коллаборационизма. Да, я сейчас не об этом. Объясни, почему взяли Илью? Мы здесь не очень понимаем. Мы просто говорим именно об этой ситуации, за что его взяли. Взяли его, потому что оборзели, потому что слетели с катушек, потому что крыша едет, потому что... Итак, проще. Это смотрит обычный зритель в Украине, в Виннице и в Харькове. Илья Азар, журналист «Новой газеты» и «Медузы», арестован на 15 суток со вчерашнего дня за одиночный пикет, который не запрещен даже в нынешней Российской Федерации, стране-оккупанте Крыма и Донецка с Луганском. Почему задерживают такого известного журналиста и арестовывают на 15 суток? Потому что живут вне закона, без закона живут. Не существует закона, существует только приказ начальника. Один начальник сказал так, другой начальник сказал сяк. Не выполнять преступный приказ, пока не пытаются, боятся, не научились, не умеют, не хотят, деньги платят, не знаю, это в чужую голову не влезешь. Да? Но, в общем, это все, то, что происходит, это абсолютно незаконно. Значит, придрались к тому, что во-первых, во всех этих самых, как они называются, господи, во всех протоколах, у меня, во всяком случае, думаю, что у Ильи то же самое, одиночный пикет уже приравнен к неодиночному пикету, уже там написано, что не было никакого согласования, но самое главное, что придрались, значит, что это публичное мероприятие, которое проходит во время самоизоляции. Но если это вот публичное мероприятие, которое проходит во время самоизоляции, а публичное мероприятие нельзя, предположим, пойдем по этой дороге, то тогда вы должны взять с него штраф за нарушение режима самоизоляции и на этом как бы заткнуться и отстать от него. Но здесь уже, значит, идет политическая составляющая, поэтому сразу одиночный пикет превращается в неодиночный пикет, судя по их требованиям, да, пикет, на который нужно разрешение. Ну и дальше вот очень все идет быстро, и дальше решение принимает судья. Другое дело, что, смотри, значит, если предположить, что это вот никак не было каким-то заказом сверху, не относительно именно Ильи, а просто общее указание, чтобы там сидеть и держать эту либеральную свору за горло, тем более, что коронавирус, значит, им брат и позволяет это делать, то, в общем, полицейские могли подойти и сказать: гражданин, вы знаете, что вот публичные мероприятия запрещены сейчас в связи с эпидемией коронавируса, мы вас предупреждаем. У полиции есть такое право. Мы вас предупреждаем, вы больше этого не делайте. Сейчас вы, гражданин, идите отсюда, куда шли, по добру, по здорову. Скажите спасибо, что мы вас отпустили, но мы вас предупреждаем.
Но они этого не сделали. Значит, им нужно было сделать акцию устрашения. Вот они... Вика, я тебя буду перебивать. Помнишь, я забыл сейчас фамилию, это тоже вашего коллеги, по-моему, он в «Медузе» работал, которому грозила уголовная ответственность. И именно акция журналистов российских тогда остановила. Потом он, правда, признал, что он ничего такого не хотел. Напомни, кто это был. Это была Голунове? Ты говоришь об Иване Голунове, ты говоришь? Да, об Иване Голунове, да, по-моему, о нем. Да. Была кровавая месть, видимо, Ивану Голунову за его какие-то расследования и попытка навесить на него уголовное дело по распространению. Подожди, я о другом. Силовая машина тогда отступила. Российская силовая машина отступила. Нельзя сравнивать. За Ивана Голубова, во-первых, не было никакого коронавируса. Кто хотел, тот и выходил на улицу, люди ходили свободно, об этом никто даже не задумывался. Вот. И там пришла огромная толпа, там было больше 1000 человек, наверное, пришло. Но для нас это была огромная толпа. Потом, я уж не знаю, какие там были закулисные переговоры, это мне неизвестно, но понятно было, что это была такая супер новость вообще, которая облетела весь мир. Хотя, как я выяснила, и новость про Илью, и про наше даже задержание мгновенно дошла до ОБСЕ. Слушай, Виктория, ты понимаешь, какое неприятие всего российского и даже либерального в Украине, но за Илью будут журналисты, которые даже с ним не согласны, в некоторых вопросах будут говорить. Я могу сказать об этом тоже, потому что это будет еще больше из страны, которая жертва этой оккупации, будет голос в поддержку Ильи. Поэтому весьма нелогичные действия российской власти, которая давит на Илью Азара. И давит на тебя, а ты вообще символ для Украины, человек, который во время моряков была первая, когда, да, украинская власть очень много сделала, но когда мелочи, просто в первые минуты, когда нет денег на сигареты, на молоко, на еду, тогда это волонтерство и правозащита, вот это спасло и узников, и до этого был Сенцов, потом моряки, сейчас крымские татары. И поэтому вопрос, почему специально российская власть сейчас на себя принимает новый удар. И, с другой стороны, непрофессионально два вопроса в одном. Не ощущаешь ли ты, что, вступая в крымско-татарскую тему, ты сама идешь по какому-то еще более опасному пути для себя? Я начну с конца. Я иду по пути обычного честного человека. Если я считаю, что кто-то что-то делает плохо и нечестно, и я могу хотя бы сказать, что я понимаю, что это плохо и нечестно, почему же я должна этого не делать? Ну, меня так воспитали. Да меня так русская литература воспитала. Не самая плохая литература на свете. Меня так воспитали, не знаю, родители, жизнь. Почему нужно обманывать? Я вот это вообще не понимаю. Очень просто жить честно. Жить честно легко и без проблем как-то. Вот врать все время, ты же все время забываешь, что врал. И да, вот наврал, потом забыл. То ли так сказал, то ли сяк, начинаешь там метаться. Вот. Если говорить о власти нашей, мне ее действия очень часто непонятны, потому что, наверное, они, в общем, могли предположить, какая будет реакция на аннексию Крыма или какая будет реакция на переход государственной границы отрядом господина Гиркина. Ну, вы могли же предположить, там же не все идиоты. Но какие-то вещи, видимо, считались выше, нужнее, важнее, экспансия, я не знаю, имперство, которое прет отовсюду, и это было сделано. Видимо, считалось, что уж как-нибудь мы там догоним, перегоним, всех заткнем. Но вот заткнуть не удалось. То, что, понимаешь, я бы хотела сказать, что они организируют, но это будет неправда. Они не организируют. Но это вот такой стиль. Все брать только силой. Только силой. Жесткой, без малейшего намека на милосердие, без малейшего намека на сочувствие, без малейшей симпатии. Эмпатии. Это какие-то запрещенные слова в России стали, ну, во всяком случае, во власти. Нас давно уже рассматривают, ну, я не знаю, клопов, тараканов. Ну, задавил, ну, клоп нового родит клопа. И вот так все это идет. И вдруг какие-то клопы, которые начинают выступать, там, смердеть с их точки зрения, ну, конечно, что-то делать. Ну, прям послушать тебя, это прям восстание машин. Ваша власть — это такие машины, без чувств и без совести, которая восстала и давит все живое вокруг. Но, видишь, если бы они были совсем машинами, то у них бы не было главной цели, это как можно больше украсть, нахапать и сделать прекрасную жизнь своим машинам. Машина, она и есть машина, у нее нет детей машин,
ради которых там делаются какие-нибудь офшоры, открываются счета в швейцарских банках. Так что, может быть, если бы здесь были абсолютные машины, то они бы все-таки шли по какому-то лекалу. Знаешь, машина, вот она, если из строя не выходит, она же может идеально работать. Я вот, например, считаю, я тебе так скажу про машины. Я, например, считаю, что вот Международный комитет Красного Креста – это идеальная машина. Идеальная машина. Она будет работать всегда, независимо от того, кто стоит во главе креста, кто стоит во главе вот данной конкретной операции, потому что там все разработано так, все шестеренки, все колесики, все там дроссель-клапаны, все вот так вот заделано, и все это будет работать. Вот тебе идеальная машина. А наши... Ну, это такие, я не знаю, солдаты, как Урфин-Джюс и его деревянные солдаты. Ну, вот что-то такое. Ну, кстати, я не сказал идеальная машина, я сказал машины. Или я сказал идеальная, могу ошибиться. Нет, смотри, у нас очень мало времени, уже 20 минут проговорили, у нас всего 26. Знаешь, твое задержание и предстоящий суд со штрафом заставляют поднять одну тему, о которой мы тоже говорили перед 18 мая. Не только самоизоляция из-за коронавируса, Крым в такой изоляции оказался в обсервации, как у вас сейчас говорят в России, да, уже 6 лет, и кроме Николая Полозова, адвоката, известного российского адвоката и уже в Украине адвоката, ни у кого не было возможности такого оперативного пребывания в Крыму, и мы, давайте честно говорить, это была договоренность между гражданским обществом, сайтом «Миротворец», службой безопасности времен Порошенко и той власти и Министерства внутренних дел Авакова. Это была всеобщая договоренность, что есть исключение из правил, когда нарушается закон Украины о пересечении границы с временно оккупированной территории, напрямую Москва-Симферополь, для того, чтобы оперативно реагировать на те дела, которые происходят, так называемые суды или судилища, над диссидентами, крымскими татарами, над тем, кто сопротивлялся. Тогда это были не только по делу Хизбут-Тахрира, это были и дела Меджлиса, да, Ахтем Чийгоз, Ильми Умеров. И нужно было пребывать между Москвой, Симферополем и Ростовом. И Николаю Полозову это позволялось. Но сейчас, раз это позволялось и было эффективно, и никто от этого не умер, и не произошло признание Крыма российским из-за того, что было признание отдельных людей, которые работают на интересы граждан Украины, прежде всего, я подчеркиваю, не Украины, а граждан Украины. И государство в этом плане является европейским в этом плане. Если это помогает гражданам, делаются исключения, то, возможно, сейчас нужно сделать исключение для тех правозащитников, журналистов, адвокатов и, возможно, дипломатов, которым доверяет украинское общество, вне зависимости от его политической окраски. Это люди Зеленского, это люди Авакова, это люди Тимошенко, это люди Порошенко. Если есть гражданское общество и власть в этом имеют консенсус, как ты думаешь, как это можно артикулировать? Я бы не хотела отвечать на этот вопрос, потому что это вопрос Украины, и я с некоторых пор, я и раньше не особо это делала, с некоторых пор я вообще не лезу в дела Украины и не даю украинцам совета. Я не имею на это права. Спасибо тебе за это. Я ожидал, что ты именно так ответишь, но моя задача была озвучить, потому что это очень со стеснением обсуждается в достаточно патриотическом, но прогрессивном украинском кругу. Я, честно говоря, не вижу большой сложности. Я понимаю, что адвокату, допустим, нужно срочно быть, потому что мало ли что происходит с подзащитным, или назначен суд, и не успеть доехать, или что-то еще. Вот такие чисто технические моменты. Но я не вижу необходимости журналисту, находящемуся в Москве, срочно лететь в Крым. Я поспорю с тобой. 27 марта прошлого года. Утренние облавы, которые длились несколько часов. Мы успели даже начать экстренные выпуски новостей. Столько рейсов из Москвы в Симферополь. Через час съемочная группа прилетает, или журналист там, и он видит, как это происходит и что происходит. И это не только стримы непрофессиональных гражданских журналистов, которые позволяют, но это и профессиональная работа, и профессиональные вопросы профессиональных журналистов. Неужели это не нужно для тех людей, ну, как ты, например, исключение из правил? Мы не говорим же даже о десятке людей, мы говорим о нескольких людях, о журналистах, о правозащитниках, которые вот уже годами читающие стихотворения, выходящие на пикеты, о тех нескольких людях, которые в любой момент могут и, возможно, должны иметь возможность оказаться в Крыму. Осман, еще раз, я думаю, что Украина решит этот вопрос без моих советов. Я могу сказать только о себе. Я ездила в Крым несколько раз,
только через территорию Украины. Да, это было долго. Да, мне приходилось заезжать в Киев, оформлять эту там бумажку в 2 местах. В общем, это не настолько много времени занимало, но это было муторно. Я считала, что за все, что Россия сделала с Украиной, я могу побыть в муторном положении, пройти 1,5 километра по там, нейтральной полосе, этой якобы границы, и уважать закон Украины. Но я говорю о себе. Хорошо, я попробую по-другому сформулировать вопрос на эту же тему. Затухли разговоры о создании миссии или какого-то энвоя на тему Крыма. Лавров, как попугай, повторяет фразу «тема Крыма закрыта», хотя она ни для кого не закрыта. Это понятно и по сегодняшнему заявлению Евросоюза. Но мониторинга нет. Дипломаты иностранные, которые на территорию Украины выехать туда не могут по соответствующей причине. Дипломаты цивилизованного мира, которые в Москве, соответственно, не могут, потому что это будет, считаться формальным признанием аннексии, да, как бы переживания. Каким образом обойти всю эту машину, чтобы мониторинг был, международный мониторинг в Крыму? Ездить через Украину. Я не понимаю проблемы в чем. Ездить через территорию Украины. Вон в Херсон прилетай и вперед. Нет, то есть ты предлагаешь неофициальным образом, то есть не аккредитовываясь в МИДе Российской Федерации, иметь возможность мониторинговым миссиям получать разрешение Украины и просто въезжать как иностранцы с территории Украины, получив российские визы сначала, потому что иностранцы, не граждане Украины, будут считаться иностранцами, въезжающими на территорию Российской Федерации, поэтому они должны получить виза России, а потом через территорию Украины с разрешением въезжать в Крым. Я могу сказать, какие документы должны иметь иностранцы. Вика, ты понимаешь, мы не говорим не о документах, мы говорим о некой процедуре мониторинга, которая будет миру сообщать, что же в Крыму происходит. Крым забыт. Я уверена, что если мир и Организация Объединенных Наций, и ПАСЕ, если они хотят помочь Украине, то они найдут выход из этого положения. И из более сложных положений как-то выход находили. Была бы добрая воля и желание. То есть было бы желание Организации Объединенных Наций. Последний вопрос. Какой штраф тебе предстоит? Давай будем думать. Крымские татары собирают на штраф своим заключенным? Если предстоит, тут вообще все непонятно, потому что человека, за которого вышел Илья Азар, Витя Немытов, активист, его отпустили. И штраф с него сняли. То есть, если с него сняли штраф, то тогда должны отпустить Азара, и тогда с нас должны все снять. В общем, все это непонятно, очень так по-российски, по-современному. Но грозит мне от 10 до 20 тысяч рублей или принудительной работы. Я буду просить принудительной работы и буду просить, чтобы мне разрешили класть плитку. Мне кажется, это очень полезная работа для моего города, перекладывать Собянинскую плитку, помогать ему. Ты сохраняешь эту иронию, даже такой легкий сарказм даже в этой ситуации. А что делать, Осман? Почему бы не перекладывать плитку обязательной работы? Я еще сильна, вполне себе, и заниматься физической работой на свежем воздухе в моем родном городе, на благо города, это очень хорошо. А так, что с меня, какие деньги с меня можно взять? Нет у меня денег. Спасибо. Спасибо. Удачи. Слава Украине. Героям слава. Молодец.